Никого детства воспитывались, как учила партия, на революционных и боевых традициях народа. В самом центре столицы Кыргызстана похоронены красногвардейцы, павшие в далеком 1918 году. Эти могилы священны. Никто не забыт. Вечная слава героям. И это тоже могила. Братская. Но о таких вслух не говорили. Сюда кинули тех, кого заносили в один бесконечный общий список врагов народа. Тут хотели похоронить не только невинно загубленных в годы сталинизма, но и саму память о них. Каток репрессий давил без разбора и руководителей, и весьма скромных служащих. За что сижу, сам не знаю. Обвинение — шпионаж. Избили меня как собаку, сами составили протокол и предложили подписать. Эту записку передал из тюрьмы жене Павел Львов, бухгалтер конторы «За год сырье». Они не знали даже дети. Лишь в 1974 году, перед смертью, мать передала записку дочери. Рассказывает Галина Павловна Львова. Я закончила с отличием школу в 1937 году и поехала учиться в Москву. И там меня повез мой отец. Меня сразу приняли в университет на биологический факультет, а он уехал домой. Он работал по восстановлению пищевой промышленности в Киргизии. Я проучилась год и приехала домой. Оказалось, что отец мой арестован, и нас выгнали с квартиры. Мы жили по Советской улице, в хорошем доме была у нас квартира. Вот, нас выгнали с квартиры, и нас приютила одна женщина к себе на квартиру. Я поехала, с передачей. Насколько я помню, я поехала в Молдавановку. В 1937 году всю страну захлестнула кровавая волна репрессий. Ее жертвами стали и многие молодые руководители молодой Кыргызской республики. Рассказывает Фарида Эсинаманова, жена бывшего наркома земледелия. Мой муж, Эркенбек Эсинаманов, был настоящим человеком, отзывчивый, справедливый, скромный, уважал людей. Люди его тоже очень уважали. Мы с ним прожили всего 12 лет. Понимали друг друга, душа в душу. Мы были одногодники. Мне 34 года, ему мы расстались. Я осталась с двумя сыновьями. Нашему Эркену было 10 лет, а Манасу второму 5 лет. И в положении 3 месяца. 13 сентября в 1937 году его вызвали в СК. Он оттуда не вернулся. Его там арестовали. Не дали попрощаться с семьей. В 3 часа ночи пришли с обыском. Обыскивали до 6 утра. Вскоре нас выселили из квартиры, совсем маленькую однокомнатную. Но я уже родила 3-го сына. И вот однажды пришел милиционер в
стал вытаскивать вещи. Я говорю, вы вытащите вещей, а меня нет. Я с ребенком сижу. Но у меня был отец, старик. Он узнал об этом и перевез меня к себе в однокомнатную квартиру. В один из дней Эркенбек мой заболел, его положили в тюремную больницу. Их караулил один солдат. И вот он мне написал из этой больницы письмо. Маленькая бумажка, вот, курительная, тоненькая, написал по-арабски, он владел арабским языком. И пишет, если сказать по-киргизски, я могу так сказать, «Бұларның туғанына кірпігімді да қақмайм». А по-русски, то, что они со мной делают, я ресничками не моргаю, я не реагирую. Жалко меня тебя. Как ты будешь жить с 3 детьми? А инженера-связиста Иосифа Ивановича Кузьмина обвинили в саботаже и вредительстве. Рассказывает его дочь Галина Иосифовна. Мой отец был арестован. Он был послан в командировку производственную. На станции Карасу работал, там монтировали телефонную станцию. Узнали мы об этом совсем случайно. Ночью я проснулась от разговора, услышав разговор в квартире, и свет в комнате увидела через приоткрытую дверь. Когда я попыталась выйти, мне было тогда 12 лет. Мама меня вернула назад, сказала, что иди, спи. Я увидела каких-то 2 мужчин, которые сидели за столом и разговаривали с мамой. Ну, что за мужчины были, я не знала, я ушла обратно спать. А утром, когда проснулась, я узнала, что к нам приходили с обыском. Папа арестован. Предложили нам 24 часа съехать с квартиры. Нас было 3, мама, я и сестра, 2 года старше меня. Время было такое, что вещи у нас никто не захотел взять из соседей. Даже на временное хранение, потому что мы были врагами народа. Семья врага народа. В 1957 году, после получения справки о реабилитации, мне выдали вот свидетельство о смерти отца, в котором было указано, что отец умер 15 апреля 1943 года. Вот. Причина смерти указана – острый лейкоз. Место смерти не указано, прочерк в этом документе. Вот так мы и жили в неведении. Одним из самых главных врагов официальная пропаганда называла бывшего председателя Совнаркома Киргизской республики Юсупа Абдрахманова. Ему приписали создание мифической социал-туранской партии с целью свергнуть советскую власть. А он так любил свою республику и свой народ. Этим чувством дышит каждая строчка его дневника. Раиса Абдрахманова. И вот сколько мы в 37-м приехали, по 40-й год приезжал вот этот черный ворон, то маму посадит, то старшего брата Анвара, значит, вместе, и везут на допрос. Ну, допрашивали, значит, вы жена врага, вы семья врага народа, вы сын врага, значит, все. А вот Анвар тогда однажды пришел и сказал, сколько могут они меня вызывать и говорить. Я им сегодня сказал, что сын за отца не отвечает. Из семьи Айтматовых безжалостно вырвали отца Торикула, бывшего 2-го секретаря Кыргызского обкома партии. На руках жены Нагимы остались 4 детей. Старшему Чингизу не было и 10. Младшая Роза еще не ходила. Мен өзім атамды көрбесем дағы, ошол есімде қалыптыр, бір жолы түшүмө кирди. Соғыш бүтүп аткан жылдары болуш керек, жийди айылында жашайбыз. Менен тең кыздардын аталары соғыштан келип, барып солдаттын формасында. После войны стали возвращаться отцы моих подруг. И вот однажды мне приснился сон, будто отец тоже приехал, идет по деревне. Я к нему бегу навстречу. Он меня обнял. По-видимому, я закричала во сне. Мать встревожилась, спросила, что случилось. Я видела отца во сне. Она и говорит:
значит жив Отец. отец. Спи. А утром я вижу, мама возится у печки и плачет. Мне стало стыдно, что я невольно причинила ей боль. Роза так и не видела отца. В 1938 году, 5 ноября, мы с женой собрались передачу дать мужьям праздничные. За 2 квартала нас не допустили до тюрьмы верховые милиционеры. А потом вот этот самый солдат, который вынес мне письмо из тюремной больницы, он сказал, что 5 ноября ночью во дворе тюрьмы под рокот тракторов расстреляно 70 человек. А столица Киргизии праздновала Великий Октябрь. Слагала здравицы в честь великого Сталина, славила родную партию. О судьбе расстрелянных в ноябре 1938-го мы узнали спустя 53 года. Невольной свидетельницей того страшного преступления стала Бибира Кадыралиева, тогда еще совсем девочка. Она рассказала все о том, что знает сотруднику КГБ Болоту Абдрахманову. Начались поиски. В своих архивах мы единственно нашли, наши архивариус, работники архива, единственный документ, где указано, что расстрелянных вывозили за город и хоронили где-то в пределах 18 километрах от черты города. Южнее города 18 километров. Ну, вы можете, наверное, представить, что такое 18 километров южнее города. Это сотни гектар, и, естественно, никто за эту работу не взялся бы никогда, без конкретного указания этого места. 1931 жылдан 39 жылға дейін ГПУ-нун дом отдыхында иштеп, атам менен апам ошол жерде жашап жүрдү. Бала кезекте В 30-е годы мой отец работал в доме отдыха ГПУ, и наша семья жила там же. Еще там была семья заведующего хозяйством. Их дети, я и моя сестра, мне тогда было 10 лет, любили играть у заброшенного кирпичного завода. Однажды отец отвез дочерей на 2 недели в соседнее село, в гости. Девочки удивились, ведь учебный год в разгаре, до каникул далеко. Но он ничего не объяснил, промолчал. Сам отец в дом отдыха наведывался каждый день, присматривать за хозяйством. А когда вернулись, Бибире сразу бросилось в глаза, что на месте заводика холм. Кругом снег, а тут земля свежая. Когда месяца через 3 после этого мы опять приехали в деревню, мой дядя спросил у отца: «А что это у вас зимой было?» Отец промолчал. Но, оказывается, дядя сам видел с крыши своего дома, что мимо, в сторону гор, проезжали крытые брезентом полуторки. Что-то везли. Только перед смертью отец поведал Бибире, что вблизи дома отдыха зарыли трупы расстрелянных в городе людей. Ну, почему-то у меня вот эта уверенность была после беседы с Бибиреже, что именно это место. И в конце концов мы получили санкцию, чтобы начать раскопки. Для этого были привлечены сотрудники Комитета госбезопасности республики, работники прокуратуры. Была создана правительственная комиссия. Это очень, оказывается, работа трудоемкая. В принципе, для нас, который не имеет навыка, под руководством, скажем, Москалева, который руководил вот этими раскопками, наши дела шли, конечно. Каждый день в среднем, вот, если так взять, где-то по 10-15 останков мы находили, раскапывали. И с каждым разом у нас уверенность укреплялась. Почему? Потому что на каждом черепе были эти отверстия, входные и выходные. И потом пошли вещи.
Вот такие как монеты 35-го, 37-го года. Это еще раз вселило уверенность, что это действительно события тех лет. Да, они знали, совершенно не знали, что в захороне, но по слухам, когда говорили, мы ездили, искали. О том, что захоронение в районе Чонташа, это мы узнали только вот после того, как нас пригласили. КГБ говорила, что помнила о нем. А потом там есть в Алмата у нас мамина родная племянница. Она в те годы жила у нас. И когда Ида ей позвонила, она сказала, у него и вверху, и внизу были золотые зубы. И она, значит, с Алмата, они такой заверенной телеграммой, дали подтверждение сюда, значит, КГБ. Я была в этом районе, Чонташа. У меня общественная работа такая была, мы выезжали зимой. Но не могу себя простить за то, что я находилась там. Все-таки мы выезжали на отдых, веселились, пели, не зная о том, что он лежит здесь рядом со мной. Единственное, что я себя успокаиваю, что я там не была, на этом холме, вот именно, где вот эта печка, где обнаружили их всех. Через 53 года после казни, теперь уже по-человечески, провожали в последний путь безвинно убиенных людей, которые были чисты перед своим народом, которые верой и правдой служили казнившему их государству. Траурная церемония перезахоронения. Утраты не вернуть, не восстановить прежних судеб. Но в наших силах не допустить повторения страшной трагедии. Мы должны жить по законам совести, человеколюбия, чести. Пусть будет вам земля пухом. Мы помним о вас.